Ребят, поклевка. Есть. О, бля, кто-то есть. Я чувствовал его. Снова поклевка. Опа. Тут чуть меньше. Так. А где крупняк-то? Молодой человек. Снова. А этот-то вообще малек. Сразу как закинул. О, кто-то еще есть. Вот под этим бревном какой-то маленький косяк. Наверное, место надо поменять. Мелкие там. Че он там ищет, что ли? Ну-ка, фу, фу, Эдмунас. Вон уплыл. Опа, на игру тоже ушла. Куда-то зацепилась или ой? Плохо, что далеко от избы. Можно было... Или, скажем, с ночевкой вот приехал. Пришел, то есть. Переночевал здесь в избе. И потом уже с утра ты рыбачишь спокойно. Идешь. Надо идти. Короче, мелкие рыбьяшки тут остались. Крупных нету. Тут тоже небольшая яма. Я уже переход делаю. Ничего не поймал больше. Блин, это не удочка, это я не знаю. Тяжело, блин. Надо спиннинговую удочку сюда. Он компактный, легкий. Тут небольшая яма, смотрю. Река вон туда куда-то ушла. И походу вот сюда возвращается. Очень много уже иду. В поисках ямы. Но может и тут вообще нету реки. Да, наверное, я отложу эту рыбалку. Смотрите, очень тяжело ходить с такой длинной удочкой, с тяжелой удочкой. Если я туда пойду, там вообще, смотрите, что творится. Вон, как все, всякая картина. А здесь вот подъем. Нет, надо вовремя остановиться. Интересно, конечно, бродить. Я в азарт даже вошел немножко. Но думаю, лучше... Все, шабаш. Я весь сырой уже.
от этой удочки волшебной. Так. Тулана зову. Вот мои следы, оттуда мы спускались. Сейчас мы пойдем примерно на солнце даже. Угу. Сейчас по навигатору посмотрю примерный маршрут. И думаю, солнце нам поможет для ориентира. Вот так. Пипец тут, смотрите. Реально тяжело ходить. Первый раз на этой рыбалке здесь. Очень уж хотелось мне пробовать. Так, ладно. Там должна быть хорошая дорога. Здесь много повалило деревьев. Рай для лосей тут. Вот это место они любят такое. У них ноги длинные. И безопасности они тут. Фух. Ну вот. Ладно, Тулан догонит. Вон бежит бездельник. Молодец, собака ищет. Очень большой поиск у него. Все время я в пути где-то. Не под ногами. Сейчас гляну я навигатор. Пойдем, Тулан. Домой. Вон. Так. До хрена еще нам пилить тут. По глубокому снегу. Так. На подъем. Здесь лучше будет. Хоть на немножко. Так. Сейчас надо определиться. Навигацию поставил на просеку, где мы поднимались. Самое главное, как всегда, аккумулятор разрядился. 240. Навигацию поставил. Примерно солнце с левой стороны будет. Я так буду курс держать. Без навигатора буду идти. И навигацию поставил на ту просеку, по которой мы поднимались. Ну, отсюда до избы, как и говорил, от 7 до 8 километров. Если напрямик. Но мы будем еще зигзагами ходить. Точное расстояние не могу сказать. Но солнце еще высоко. В принципе, должны успеть. Здесь будет лес такой. Елка. Сосновый бор такой. Вот. Сырых мест минимум. Болото будем обходить стороной. Вот так. Ладно. Идем. Будет интересно. Включимся. Как говорится. Тулан догнал зайца. Вон рвут. А! Тула! Оставьте меня! Фу! Все. Еле отнял. Ну-ка, фу! 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 Не успокоится. Ну-ка! Нельзя! Что ты будешь делать, а? Уйди! Без выстрела. Ну-ка! Все, успокойте. Ну! Ай, Тулан. Ладно, ребят, сейчас я как-нибудь... Ну, успокой. Одной рукой меня не взять. Уйди, айда. Фу. Фу, успокойте.
Все. Все. Вон. Вот, давай. Ну-ка, фу. Ну что ты будешь делать, а? Фу. Ебана мать. Тананер. Думаю, ребята, это по справедливости. Охота без выстрела. Ну и собак круглый год кормим. Ох, еле отнял. Думал, меня разорвут. Я уже не помню, как выглядит заяц. Ну кого? Спать. Короче, все. С ним разобрались собаки сами. Вот тут поле битвы и случилось, ребята. Ой, всякое бывает на охоте. Но редко, когда собака догоняет и давит зайца. Но вот тулан своими длинными лапами догнал. Догнал, все спонтанно получилось. Я шел и увидел, как тулан дернулся бежать. И начал пару раз, но успел лайкнуть. Что-то он быстро догнал, очень быстро. Действительно, может, этот снег, этот глубокий снег помешал зайцу бежать. Я говорю, сырого места не будет, а вон он, смотри, как без них. Ну что, заяц в рюкзаке. Бывает такое, без выстрела с добычей возвращаемся. Ну, конечно, бля. Если, думаю, глухаря подстрелишь, они вдвоем тоже разорвут. Не знаю, как отучить их. Команды вообще не слушают. Еле отнял. Турлан вообще пиздец, он нахуй. Ну, нет слов. Идем дальше. Я бы рад такой охоте. Пусть давят. Это, наверное, на 10 кварталов один заяц был. Ух, я утонул. Вообще нету их. Ну, не маленький, крупный заяц. Тулан кого-то опять рвет. Ну, точно. Кого-то опять нашел. Какая-то пушнина вроде. Дохлятина какая или что? Не знаю. Опять, блядь, блевать потом будет. Кого он нашел-то? Куница или кто это вообще? Что это вообще? Бля! О! Это у лося вообще остатки. Ага, ай! Тула, лак тече! Лак! Лак! Лак тече! Лак! Лак! Коль! 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 Омон! Вот это есть! Аж! Падаль нахуй! Фу! Это остатки лося. Фу! Откуда это может быть такое? Фу. Всякую хуйню, блядь, ешь. Потом блюешь на. Шкура небольшая. И взрослого лося, между прочим. Ну да. Это лось. Это шкура лося.
Не знаю. От чего, откуда это все? Медведь, может медведь этот завалил, может волки. Не знаю. Туши никакого нету. Откуда он нашел это? Пошли бы нам, Лёг. Чего только он не находит. Глухаря ищите. Прошлый раз, наверное, он тоже так какую-то падаль съел. И потом ходил, блевал, блин. Снег такой мокрый идет. Это полкилометра осталось до просеки. По навигатору иду. Солнце спряталось. Minä idä. Ну и. Ну вот. Вот он. Да. Вот он зачесы. Да, вот тут проходит. Вон она. Дошли до просеки. До нужной нам просеки, где мы будем спускаться. Это уже мои зачесы. Новые вот. Как бы на буране. По снегу там высоко там рубил. Вон они. Вот. Здесь я ездил тоже. А мон. Тулан, не знаю, тоже давно уже. После той падали. Вообще не знаю, где он. Откуда он вырыл это. Везде все находит. Я, короче, вон там поднимался. Вот этой просеки мы свернули и по кругу вот так шли. Потом круговую обошли болото. Потом к ручью вышли. И здесь вот напрямик поймал я эту просеку. Ну, по расстоянию не могу определить, не знаю. Примерно, может, полкилометра. И там будет уже наши следы. Оттуда уже будем идти по своему следу. Никуда не свернем. Прямо на избу уже пойдем. Будет идти легче. Ну и знаете, вот сейчас вот снег как-то уплотнился, что ли. От сырости все вот уже тает. Вот как-то погода потеплела. И все таять начало. И снег тоже уплотнился. Здесь ручей будем переходить. И только газку останавливаться не станем. Интересно, сюда рыба поднимается, нет. Всякое может быть, потому что в любой ручей может рыба подниматься. Летом ручьи холодные, и они там все лето живут. Несмотря, что они мелкие, эти ручьи, им комфортно тут. Поверьте мне. Один у нас как-то делянка отводил тоже и рассказывал, ну, примерно вот такой ручей, может чуть шире. И в солнечный день он попал и говорит, этих ельцов полным-полно. Вот набито, говорит, все. Весь ручей набит рыбой. Вот такие картины даже у нас видели. Это реальность, ребят. Это действительно вот они на лето поднимаются вот в ручьи. Налимы, вот. Налимы, как мне тоже односельчанин говорил, прям до болота, говорит, поднимается.
А я спрашиваю, почему он туда поднимается? А там, говорит, холодно, прохладно. Знаете, вот в жаркое лето, когда плюс 40, вообще вода нагревается, река, любой водоем прям кипит. И они вот спасаются, когда заходят такие ручьи. Куница. Или выдра тут пробежала. Интересно, как-то следы крупные. Или крупная куница, может быть. И похоже на выдру. Потому что вдоль ручья здесь все потерялось. Может быть, куница. Ай, потерялись следы. А, нет, вон они. Ну, и чем-то очень похоже. Да, это выдра, ребят. Это 100% выдра. Так, по просеку. Вон он, мы уже на просеках. Хули. Куда ты идешь? Ну да. Ну, одним словом, зверь ушел вон туда. Зверек. Это, походу, выдра. Он мимо таких ручьев не проходит. Он тоже. Если рыбы нет, то он питается. Я думал, только рыбой он питается. Но оказывается, и лягушкам питается, и травой, вот там, водорослями всякими, что вот в водоемах растет. Было видео, вообще выдра до 2 метров ко мне подошла. В упор. Он кормился там и внимание потерял. Кадр хороший, короче, получилось. Если не заводу, тоже вставлю в этот ролик, как он кормился, это выдра. Интересно, действительно было там. Я рыбачил, и он кормился. Все, заметила меня. Заметила выдра. Фу. Вот это да. Тулан уже откуда-то спереди идет. Далеко вперед уже он уходил. Да, это он. А, Тулан. Бродяга. Фу. Бродяга наш. Короче, дошли вроде как до того места, где вот с утра Айда тут лаяла кого-то. Я не высмотрел. Да и как-то желания особого нету так. Когда ты идешь, скажем, охотиться на глухаря, неохота даже и смотреть там, выглядывать все это дело. Фу, где кто сидел, непонятно. Скорее всего, белка, наверное. Потому что если куница там следы-то оставляет. Фу, вот так вот. Ну все, здесь уже вон мои следы. Вон они. И туда мы пошли сейчас.
Не сейчас, а с утра. Так. Вот. Здесь, короче, я находил проволоку, лопату. Капкан вот висит, это старый капкан. А, вон она лопата, да. Я сюда приносил как-то. Все, хана уже. Ручка сломалась. Вон он. Я находил у какого-то охотника это. Все это хозяйство. Не знаю, упадет, нет. Но оно упадет все-таки. Проволоку я находил, лопату. Ну и сюда повесил. Это старая лопата, она уже. Сам-то хозяин, в принципе, я знаю, кто это был. Он уже умер, но у него братья, зять. Тут недалеко охотиться тоже, но это здесь участки забросили даже уже. Видать, никому уже ничего не надо. Вон так везде кругом капканы эти висят без хозяев. Через пару лет вот эта палка, на чем висит капкан, это сгниет и упадет. Все. Пиши, как же это говорится? Ой, не мог выговорить. Пиши пропало или что-то в этом роде. Вон. А что ты кровишь-то? Айда, а мы верно-то надо. Ну, Коля, где что у тебя? Откуда кровь идет? Или грязная такая, или что это у тебя? Что-то нигде не кровит вроде. Вон вытряхнулась опять какая-то. Она от тела такое идет. Вот так вот. Наверное, это может болотная вода. Вот проходили через болото. Через эти лужи, вот это всякое. Она сам по себе всегда грязная. Я думал, кровь идет откуда-то. Рябчика залаял туда. Но он туда далеко улетел. Не успел чуть-чуть включить. Разглядывая. Он далеко улетел. Он от страху полетел так. Без собаки можно было бы выстрелить. Потому что он ко мне подлетел. Ну, пока, бля, из кармана вытащил эту видеокамеру, ничего не успел заснять. Потом Тулан 2 раза лайкнул и перелетел на другое дерево. И потом уже все сорвался и дальше улетел. Вот здесь мой последний капкан, между прочим. Но один минус. Вот видите, как высоко, почти, ну вот считай, 1,90 м высотой. Ну, хотя бы где-то 1,20 м высотой надо капканы ставить. Чем ниже, тем лучше они попадают, куницы. Вот. Ну, лежит и лежит. Это как-то один раз я сюда приходил и все время еще капкан. Там дальше я первоначально с утра говорил, что тут на этой просеке у меня штук 7 капканов. Но примерно, наверное, наберется десяток. Вот, которые капканы еще вот, как здесь оставлены. Там у меня в коробках еще оставлено. Но также штук 5, наверное, просто палки. Это времянки так ставил. Думал, каждый год я буду ходить. Поставил. Или пробно так ставил. Не помню уже что-то. Ну, этот лень тащить нахрен. Пусть тут будет.
Не знаю, в этом году вот смотрел по следам куницы. Не знаю, стоит, не стоит тоже ставить их. Будем смотреть. Да, если при вас рябчика подстрелить. Ладно, вон еще один. Надеюсь, слышали. Улетел. Короче, хрен достанется мне. Сразу и проглотит тулан. Он не жадный, он не такой, хрен его знает. Но вот, блин, вот. И были собаки, которые вот... Есть собаки, и у меня тоже вот были, которые вот ты стреляешь в дичь, дичь падает, ну там понюхает, там лизнет пару раз там кровь, которая вот свежая кровь выходит и оставит. Ну, сегодня что вытворяли с зайцем, конечно, это что-то с чем-то. Ну, звериный инстинкт у тулана, блин. Думаю, если кошка попадет ему в зубы, также разорвет. Может и нет, не знаю. Просто примера не было, не могу сказать. Вот. Но не побоялся. Он зайца догнал и задавил. А Айда уже несколько раз так бывает там. Кошку, в принципе, догонит, но не возьмет, боится. Также, скажем, если вот так догонит белку, 100% не будет, не белку, а зайца, 100% не задавит. Потому что, ну, она другая совсем. И вот разница в собаке есть. Мне много раз вот